Песня переходит в стихотворение. Здесь прекрасно, музыкально, стихотворно, дословно. Сейчас. Дорогие друзья, вот понимаете, такой патриотизм прозвучал в песнях, которые спел Николай Иванович. Да? И я хотел что сказать. В эту именно идею, которую он провозгласил в песне, хочу представить вам своего внука. Он пришел вместе с моим сыном. Артем, иди сюда. Ильдус, покажи, где Ильдус. Ильдус, вместе с ним подойди, на тебя посмотрят, и ты опять сядешь. Вот один может. Он стесняется. Значит, нет, иди сюда, иди сюда. Папа приведет. Папа приведет он. Папа Да. приведет. Нет, но я-то что хочу сказать. Артем 7 лет. И я вот уже несколько лет, каждый раз при встрече ему несколько стихотворных строк всегда. Прошу, выучи, и он на следующий раз приходит, он мне их читает. Есенина в основном. Понимаете? Здорово. Но я хочу именно сейчас на той патриотической ноте, которую провел сейчас Николай Иванович, так, прочитать стихотворение моего одного из любимых поэтов Владимира Тяпчина. Он был другом моего отца и моей тетушки, сестры моего отца. Он написал такое стихотворение. Мой отец сражался в Сталинграде. Так вот, я почему полюбил это стихотворение, я его сейчас вам прочту. Дело в том, что мой отец ушел на фронт 22 июня 1941 года. Мне 3 года было, я помню этот день, когда мы с мамой провожали его на вокзале. Он первый год войны сражался на Волховском фронте. Там, где сражался Муса Джалиль. Муса Джалиль, повезло, был ранен, взят в плен, а затем казнен в Плетцензее под Берлином. А мой отец, тогда власовская измена произошла, и уже окружение Волховского фронта почти заканчивалось немцами. Мой отец был назначен, он был старший политрук, так же, как и Муса Джалиль. На последний санитарный поезд был назначен комиссаром и ушел в тыл Советского Союза. И поэтому остался жив только. Так вот, я прочитаю стихотворение Владимира Тяпчина «Мой отец сражался в Сталинграде». Мой отец сражался в Сталинграде и прошел его кромешный ад. Я теперь храню его награды, в их числе медаль за Сталинград. Никогда он не сорил словами, о войне ни слова не сказал, только ночью скрежетал зубами, да во сне отчаянно кричал. Танки подкалиберным, ребята, заряжай! Хрипел он точно конь. Бей прямой наводкою проклятых, по врагу, за родину, огонь! Так всю ночь он бил фашистских гадов, и к утру я знал, что в том бою стойкие советские солдаты отстояли родину свою. А когда мое наступит время, я скажу, пусть мой внук хранит их точно клад, ордена, добытые в сражениях, и медаль за славный Сталинград. Вот я это внуку все время внушаю. Кстати, Артем занимается карате. И я думаю, что когда карате будет включен в Олимпийские игры, то он будет олимпийским чемпионом. Он уже включен. Уже включен. Ну, прости,
Артем, я не знал, что он включен. Но я думаю, что когда будут Олимпийские игры, и нас там не будут На допинг да, на допингах ловить, ты станешь олимпийским чемпионом. Конечно. Ладно? Договорились. Все, давай. Ильдуса, пожалуйста. А хочу еще представить своего сына, одного из лучших анестезиологов и реаниматологов Москвы и Московской области. Ну, пожалуйста, сюда. Мы хотим Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, на минуту. Просто, чтобы знали, познакомиться поближе. познакомились, да. Кстати говоря, он закончил Казанский медицинский институт Так. в 86 году, так? В 85 году с отличием. И вот сейчас служит России, лечит нас. Кстати говоря, и его лечит великий кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин. Спасибо. Так, дальше куда идти? А дальше женщина. Контр-адмирал. Вот. Лиля. Дайте Лилия Агадулина, поэтесса. Поэтесса. Ее стихотворение есть в этой для книге. книги. Да. Очень приятно, что Ахат включил мое стихотворение в эту книгу и своих одноурсниц. Я сейчас его прочитаю. И вот пришел Акын веселый, нарушил грустный наш покой. И день осенний и тяжелый перечеркнул своей строкой. Он был влюблен во всех бесспорно, и сам хорош он был с собой. И для себя решил он твердо, что быть ему теперь звездой. От слов его нехитрых песен теплеет светлый старый зал, поэт, который мудр и весел, Ахат, московский Аксакал. Это стихотворение написала, когда впервые увидела Ахат, первое его выступление на высших литературных курсах. И вот, может быть, первое впечатление о человеке, оно самое точное, самое верное. Ахат, оставайся всегда таким веселым, добрым, и все тебя любят. Поздравляю тебя, Спасибо. дорогой. Спасибо, Лена. Слушай, поздравляю. Прекрасная песня. Владимир Тимофеевич Пожалуйста. Фомичев. Поздравляю тоже. Вот у меня две книги татарских поэтов с разницей 50 лет. Это вот дорогого Ахата Газизовича, а это Михаила Львова. В 67-м году издано. И он, поэт фронтового поколения, давал мне рекомендацию в Союз. Я Ахату одну книгу подарил, рекомендацию сделал предисловием к книге. И перекличка вот их, как поэтов, прочитал Ахат первое стихотворение, там заканчивается, что я татарский поэт на просторах России. А я хочу прочитать Львова Михаила. Сколько нас не русских у России, и татарских, и иных кровей, имена носящих непростые, но простых российских сыновей. Пусть нас и не жалуют иные, но вовек, ни в прошлом, ни сейчас, отделить нельзя нас от России. Родина немыслима без нас. Михаил Львов читается, я сейчас, одну секундочку, читается татарским и русским. Конечно. Да, мы знаем. Хотя Это фамилия, так. имя, отчество, но он писал на русском языке. На русском языке. Это был выдающийся Русскоязычный действительно поэт. много, Это да, прекрасно поэтов считается.